Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Вас приветствует Чечен Синдром. Друзья, видео, которое вы сейчас видите на своих экранах, я впервые увидел еще лет 5 назад. Думаю, многие из вас уже видели его. Особенно это видео было популярным среди войнахов. Кто не в теме, хотелось бы вкратце рассказать об этом видео. Дело происходит в Америке. Молодой человек по национальности ингуш везет в своей машине пассажиров, 2 девушек и 2 парней. В дороге парни и девушки разговорились. 2 парней оказались русскоговорящими. Один из них начал рассказывать, как он сильно ненавидит чеченцев. Этот бедолага даже не подозревал, что водитель был ингушом. В итоге, ингушу пришлось вытянуть из машины этого чеченофоба и аккуратно уложить спать на асфальт. Ссылку на это видео смотрите в описании. Друзья, это видео было снято на авторегистратор, и главный герой этого видео, к сожалению, тогда остался за кадром. Но недавно, на одном YouTube-канале под названием Интернет, я случайно наткнулся на видео, откуда узнал об этом парне-ингуше. Ссылку на видео я оставлю в описании. Кому интересно, переходите по ссылке. Там этот парень подробно рассказывает о себе и своей жизни в Америке. Парня зовут Рустам Гойгов. Рустам родился и вырос в Ингушетии. Рустам Гойгов окончил Московский вуз, и в 2012 году переехал жить в Америку, где и в настоящее время живет и работает. Рустам успел поработать программистом в такой крупной корпорации, как Microsoft. На данный момент является старшим разработчиком в крупнейшей компании в сфере криптовалюты Coinbase. Друзья, ну а далее я бы хотел показать вам фрагмент из видео, где Рустам сам рассказывает про ту ситуацию, произошедшую в такси. Это очень популярный ролик был в то время, когда вышел, как он назывался, по-моему, там ингуш защитил честь чеченцев. Да. И, в общем, Рустам сам можешь рассказать по нему. Или вы расскажете. Ну, в общем. Как так получилось, что в сеть это попало? Ты сам загрузил? Нет, я это не загружал в сеть. Это как всегда получается. Я никому об этом не говорил. У меня такая ситуация произошла. Кто хочет там понять полностью детали. Если хочешь, не будем обсуждать. Нет, это интересная такая история, которая на самом деле научила меня чему-то. На тот момент, это было в 2015 году, я только 3 года был в Америке, я еще был более таким, слишком резко вспыльчивым был. И произошло то, что он там начал оскорблять, он не знал, что я там по-русски говорю, или с Ингушетии, или откуда-то, и он начал говорить неприятные вещи про чеченцев. Я, соответственно, заступился, я вытащил его из я на Uber работал, из машины. Их 2 было, по-моему, 2 или 3 вообще всего? 2 ребят было, и 2 девушки были, потому что... Это пассажиры такси. Это пассажиры, да. Ты водитель? Они отдельно были. Эти ребята, этим девушкам рассказывали. Совместная поездка просто. Да. Вот в итоге я этих ребят вытащил, и как бы одного получилось так, что, грубо говоря, вырубил, он лег на асфальт, а второй сказал... А второго для прикола вырубил. Нет, дело в том, что я был... Второго не пришлось. Второй испугался, потому что второй был поменьше, первый был большой, второй рассчитывал, что тот большой здоровый парень меня как бы успокоит. В итоге так получилось, я сел в машину, уехал. Научила меня эта история тому, что да, он говорит плохие вещи, да, он был еще, наверное, выпивший чуть-чуть, и был, неприятный человек был, в общем. Но это все обошлось очень хорошо обошлось для меня, потому что они могли позвонить в полицию, и я был бы неправ, потому что я тебя заблокировали бы еще в Юбере. Так меня могли просто выслать, я был бы сейчас с вами сидел бы, кого-то интервьюировал бы. С той стороны отсюда. Никаких последствий, все как бы спокойно, да, закончилось? Ничего не было? Последствий, к счастью, не было, потому что это очень такое... Меня могли посадить. Они же даже, я слышал, вымогают деньги, кто-то там
может Специально вымогать провоцирует, деньги. да? Такое, типа. Ну вот, шантажируя тебя, вот что ты, рукоприкладство, что-то такое. Ну могут. Но они были русскоязычные, эти ребята, и, наверное, у них... Менталитет немножко. Да, они могли бы спокойно, потому что я еще их нашел на Фейсбуке на следующий день, еще написал им, что если они хотят продолжение, я еще здесь, и как бы, то есть я раскрыл им полную свою личность, вот он я. Ну, тогда слишком был такой... Я бы слишком сказал, ты был тогда эмоционально майским, да? Двусмысленно звучит. Да, наверное. Но обошлось. Я теперь просто что хочу сказать, что Ты не гордишься, возможно... да? Или нормально? На тот момент я очень сильно гордился тем, что я сделал, но сейчас бы я гордился бы тем, если бы я бы сумел бы с этим человеком поговорить, Да. и сумел бы Он сделать признал, так, что он не прав. чтобы он признал, что он не прав, чтобы он, там, не знаю, даже задружиться с этим человеком, и чтобы он потом был амбассадором людей, которые там живут в Чечне, в Ингушетии, сказал бы, блин, я был таким-то, таким-то раньше, Да. эти люди просто прекрасные, я с ними потом... хочу дружить, общаться, и тогда это был бы намного больше плюс, чем Конечно. сейчас. Сейчас он просто ходит, наверное, я его не знаю. Он ходит не и то же самое говорит. Я не встречался с ним. Но он, скорее всего, то же самое говорит, и, наверное, еще хуже, потому что он... Конечно. Друзья, ну а в конце своего видео, я хотел бы от себя поблагодарить Рустама за то, что он заступился за своих братьев-чеченцев. И пусть Всевышний поможет ему во всех его благих делах. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен Синдром. Если вам понравилось, не забываем про лайк. Всем мира и добра и до новых встреч.